Рана, которая не заживает, трагедия, которую нельзя забыть. Ко Дню памяти жертв геноцида советского народа в дирекции Всемирного фестиваля молодежи была организована выставка «Без срока давности. Геноцид советского народа» Национальным центром исторической памяти при президенте России. Также состоялся показ документального фильма «Именем человечества. Без срока давности», основанного на мнениях экспертов, официальных лиц и воспоминаниях участников Великой Отечественной войны. Кроме того, стартовала акция «Георгиевская лента», которая продлится до 9 мая. Ленты будут раздаваться волонтерами в офисе ДВФМ. Это международная акция, которая стартовала сегодня по всему миру. Георгиевская лента – это символ мужества, героизма защитников, и она нам напоминает о тех событиях Великой Отечественной войны, когда советский народ объединился и встал на защиту своей страны. Поэтому важно сохранять этот символ, важно приучать подрастающее поколение к той памяти, которую мы сейчас сохраняем и передаем из поколения в поколение. Будет проходить эта акция при поддержке волонтеров Победы, при поддержке волонтерского центра Республики Абхазия. На мероприятии также был подчеркнут вклад Абхазии в окончание Великой Отечественной войны. Абхазия является стратегическим союзником и партнером России и продолжит предпринимать усилия по сохранению исторической памяти. Вклад абхазского народа достаточно значимый, большой. Одна только цифра, да, о которой вы, скорее всего, знаете, что из числа выходцев из Абхазии 24 человека удостоены звания Герой Советского Союза. И 3 человека полный кавалер Ордена Славы. То есть это подтверждение того, что было сказано о вкладе Абхазии, да, в достижение нашей общей победы. К сожалению, сегодняшний день это день, в принципе, трагический. То есть мы вспоминаем о тех, кто погиб, не дожил, да, до победы. Но знать необходимо, помнить необходимо, чтобы в будущем не допускать подобных событий. Выставка «Без срока давности. Геноцид советского народа» будет открыта до конца недели. Ее экспозиция включает документальные свидетельства и материалы, которые раскрывают различные аспекты нацистской политики и геноцида, включая карательные операции, массовое уничтожение мирных жителей, создание невыносимых условий для жизни, а также преступления против детей, женщин и пожилых людей. На мероприятии присутствовал министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц, который подчеркнул важность проведения подобных мероприятий и недопустимость искажения справедливых фактов истории. Мы помним, мы чтим и сделаем все возможное, чтобы эти тяжелые уроки прошлого не повторились, сказал он. Советский народ по праву является народом-победителем. Мы с вами находимся в преддверии очень важной даты, очередной годовщины Великой Победы 9 мая, когда многие, практически все народы Советского Союза в едином строю отстояли свое право на будущее, на свою историю, на свою самобытность, и народ небольшой Абхазии внес очень существенную лепту в достижение этой общей победы. Поэтому, когда мы сегодня видим попытки неонацистов, попытки псевдоисториков перекроить историю задним числом, мы должны быть в этом плане бескомпромиссны. Прошу вас, молодые люди, студенты, те, кто завтра будет продолжать строительство и создание нашего государственного и национального проекта, учитывать это. Для этого нужно хорошо знать факты истории, для этого нужно работать над сохранением этого общего, нашего очень важного багажа. Заместитель министра обороны Давид Бжаня зачитал обращение министра обороны генерала-полковника Владимира Ануа к студентам. Сегодня мы обращаемся к одной из самых трагических и вместе с тем фундаментально важных страниц нашей истории. Мы говорим о геноциде советского народа, осуществленном нацистской Германией и ее пособниками в период Великой Отечественной войны. Мы прямо заявляем, попытки исказить историю, оправдать палачей или поставить под сомнение масштабы трагедии – это не свобода слова, а преступление перед памятью наших предков. Защита Родины – это не только охрана ее границ, это и защита нашей исторической памяти, нашего права
называться наследниками победителей. Такое мероприятие служит напоминанием о том, как важно сохранять историческую память и передавать ее следующим поколениям. Мы обязаны помнить о этих страшных событиях, чтобы предотвратить их повторение в будущем. Каждый из нас несет ответственность за сохранение правды и уважение к памяти жертв, что является основой для построения мирного и справедливого общества. Ирена Богателя, Дамия Акшпа, Ахрамичпа, Абхазское телевидение.